Хорошие ребята работают в такси, веселые, как только что из ЗАГСа. Насколько законопослушные ребята работают в такси, проверяют автоинспекторы. У Казань-Арены одновременно работают 5 экипажей. Я вот сам уворачиваюсь от них вот целыми днями. Это Дмитрий Степанов о таксистах. Хотя он тоже таксует, но, говорит, старается не нарушать. У мужчины проверили документы, запаха нет, может ехать. Напоследок рассказ из своей жизни. Он ехал вот на 3-й полосе и резко что-то раз, так я аж в бордюр воткнулся. Я вышел, я говорю, у него пассажир сидит, у меня... Я говорю, ты что, говорю, ты людей возишь, ты что, говорю? Уже приходилось так срывать? Нет, первый раз. 10 минут рейда о нарушении, как грибов после дождя. Кто-то снимает тонировку, другие думают, как оплатить штрафы, а были и такие смельчаки, что не подчинились требованию инспекторов. Не подчинился водитель. Законом требует сотрудника полиции об остановке. Сейчас догонят. Ну и будут разбираться причины. А это почему. таксист был? Да. Удрать все равно не получится. Инспекторы уже записали номера и введут в базу. Вот этот таксист просрочил лицензию всего на 5 дней. Ну, на 5 лет дается. За 5 лет все, забылось все. Вот, проглядел. Этот рейд возле Казань-Арены заставляет волноваться не только таксистов, но и пассажиров. Потому что если водитель нарушает, то клиент ждет здесь оформления. Порой по 15-20 минут. Пусть переживает клиент. Заказал такси, клиент заказывает такси для того, чтобы ехать куда-то. В итоге за 2 часа почти 50 протоколов. Каждому третьему таксисту пришлось снять шашку и завершить рабочий день. Есть такие, которые, как называют, бомбилы. То есть они даже такого слова, как лицензия и прочее, даже такого не слышали. Нарушений много, так что таксистам, как официально работающим, так и нелегалам, нужно знать, такие проверки в городе продолжатся. Ведь на кону безопасность пассажиров. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.